Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. «Знай наших» глава республики Айсен Николаев наградил якутских спортсменов, участников Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Отопительный сезон стартовал. Как прошел запуск во всех районах Якутии, какие есть проблемы в Якутске. «Твой старт». В Якутске состоялось официальное открытие бизнес-акселератора. Что из себя представляет эта программа? Большие гастроли. Русский драмтеатр имени Пушкина отправляется в Приморье. Какие спектакли будут представлены жителям Владивостока? «Посадить дерево». Акцию под таким названием организовали ниренгринские работники прокуратуры. Глава Якутии Айсен Николаев наградил якутских спортсменов, участников летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио: Аяла Лазарева, Анастасию Диадорову, Степаниду Артакинову, Алену Дмитриеву. Айсен Николаев отметил, что каждый из спортсменов достойно представил родную республику и страну на большой арене спорта. В свою очередь спортсмены поблагодарили руководство республики, Министерство спорта, Центр спортивной подготовки сборных команд Якутии. Также поблагодарили тренеров и всех жителей Якутии за поддержку и внимание. Особо отмечена бронзовый призер Паралимпиады Степанида Артакинова присуждением звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия» и сертификатом на сумму 3 200 000 рублей. Огонь для зимней Олимпиады в Пекине зажгут в Греции 18 октября без зрителей. На следующий день огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на финском стадионе Панатинаикос. Церемония зажжения олимпийского огня для зимних игр 2022 года в Пекине пройдет 18 октября в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес без зрителей из-за пандемии. Накануне состоялась масштабная подготовительная встреча между греческой и китайской сторонами по поводу мероприятий и церемонии зажжения олимпийского огня перед играми 2022 года, которые, напомним, пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В 4 труднодоступных пунктах республики сегодня запустили спутниковый интернет. Это стало возможным благодаря работе региональных властей с операторами «Космическая связь» и «Арктик Телеком». Спутниковым интернетом обзавелись села в Верхоянском, Среднеколымском и Абыйском районах. На торжественном запуске зампред правительства Сергей Местников отметил, что это даст населенным пунктам возможность быть на связи не только с районным центром, но и со всей Якутией. В планах у Министерства инноваций запуск спутникового интернета не только в райцентрах северных и арктических районов, но и в самых труднодоступных селах, куда оптоволокно не может дойти. Сегодня вместе с Арктик Телеком, вместе с ГУП «Космические системы» запустили в отдаленных населенных пунктах спутниковую связь со скоростью приема 5 мегабит в секунду, что позволяет, в принципе, на спутниковом сегменте спокойно проводить ВКС, пользоваться всеми услугами интернета. Это Бетенкёс, Абый, Налимск, Алсардах. Так как это экспресс М5 и технологии не стоят на месте, сейчас будет появляться еще, вот по информации Волина Алексея Константиновича, еще один борт появится, да, спутник. И действительно нам нужно расширять каналы, да, туда, куда не придет оптика. То есть мы сейчас рассматриваем возможность субсидирования этой связи спутниковой для того, чтобы меньше была нагрузка и доступность для населения. Отопительный сезон начался во всех 36 муниципальных образованиях республики. В штатном режиме работают все объекты тепла и водоснабжения, в том числе и в арктических районах, где запуск тепла является одним из самых приоритетных. Тем временем в столице без тепла остаются жители дома по улице Можайского. В причинах разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Жильцы дома по улице Можайского, 19/1 до сих пор ждут тепла. Запустить обещали сегодня, пока обогреваются тем, что под рукой. Всю ночь вчера, сегодня до 3 ночи они что-то делают. Обещали, да, тепло? Обещали, да. Ну, холодно у вас в домах? В доме Вчера холодно? я в газ включаю.
Ну, холодно, да, в ночное время, наверное, очень холодно. В куртках. В доме ведутся работы по капитальному ремонту. При проведении пробного запуска здесь произошли многочисленные течи. В течение дня планируется повторный запуск тепла. Вопрос лично контролируют и республиканские власти. Есть определенные сложности, но поставлена задача сегодня в течение дня запустить тепло в данный дом. Среди социальных учреждений без тепла остаются 3 объекта. Детский сад в селе Табага, колледж культуры, а также стоматологическая клиника на Свердлова в Якутске. Те сады у нас, единственное, вот один остался садик, это у нас в Табаге, но там в связи с плохой работой подрядной организации у нас там имеются сложности с запуском тепла. В столице запуск тепла в жилые дома начался 6 сентября. Котельная ЕПАП-1 – одна из 42 котельных компании «Теплоэнергия». Она отапливает порядка 15 многоквартирных домов, а также частный сектор автодорожного округа. Главная задача перед запуском – провести ревизионно-ремонтную работу. В межотопительный период были произведены гидравлические испытания тепловых сетей, котлового оборудования, подготовка котлового оборудования, чистка поверхности нагрева и обмуровочные работы. В рамках подготовки к отопительному сезону контролируется и завоз топливно-энергетических ресурсов в районы. Сегодня эта задача выполнена на 87%, что соответствует намеченным графикам. Навигация должна завершиться в октябре месяце. Как отметил министр ЖКХ, уровни воды в этом году позволяют выполнить все навигационные планы в срок. Между тем, в приоритете по всем этим вопросам Север и Арктика. В районах на сегодняшний день отопительный сезон начался 100%, готовность предприятий топливно-энергетического комплекса, коммунального комплекса 100%, и точечных проблем на сегодняшний день нет. Если даже возникают, решаются в рабочем порядке. В МинЖКХ также объяснили, в случае, если у жильцов возникают проблемы с запуском тепла, либо несоблюдением температурного режима, обратиться можно в управляющую компанию или ЕДДС. В случае, если нет реакции, жалобы принимают как в Министерстве ЖКХ, так и в управлении Госстройжилнадзора. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск. Лесные пожары на общей площади свыше 37 тысяч гектаров ликвидировали в республике за минувшие сутки. Всего в Якутии на сегодняшний день действует 46 природных пожаров, ликвидировано 6. Угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжают действовать 2 лесных пожара в 10-километровой зоне на территории Вилюйского и Амгинского районов. Наиболее активная работа ведется в Усть-Майском улусе. Там действуют 6 очагов возгораний. Сегодня 6 воздушных судов авиакомпании «Полярной авиалинии» продолжат работу. Также вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС находится в готовности к применению в столице. Правительство России дополнительно направит 359 миллионов рублей на решение проблемы лесных пожаров в республике. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства выделят из резервного фонда правительства. Якутия является одним из регионов, где в этом году сложилась наиболее непростая обстановка с лесными пожарами. Она обсуждалась на совещании, которое Мишустин проводил в конце июля в Южно-Сахалинске во время своей рабочей поездки на Дальний Восток. Медосмотр жителей села Бяскёль Горного района провел отряд Федерального медико-биологического агентства. Напомним, 7 специалистов агентства прибыли в Якутию для оказания помощи в диспансеризации волонтеров и добровольцев, принявших участие в тушении пожаров в республике. Сегодня медики агентства отработали в Горном Улусе. Завтра диспансеризация начнется в Якутске на базе городской больницы номер 3. Ну, за вчерашний день к нам пришло всего 35 человек. А вот в этом селе уже 31 за 2 часа. То есть я просто хочу обратиться к населению, к волонтерам, к добровольцам, кто принимали участие в тушении пожаров. Пожалуйста, приходите. Мы работаем в 3-й городской больнице, на 6-м этаже. Отдельный вход, отдельный поток. Созданы все условия для того, чтобы, в принципе, пройти без очереди, без каких-то затруднений, все необходимые обследования. С начала этого года начали действовать новые санитарные правила в организации общественного питания населения. Один из важных разделов документа посвящен питанию детей в школах. Главный принцип – питание должно быть здоровым и полноценным. На это правительство выделило дополнительные средства. Коллега в Ленске расскажет, как изменилось школьное питание в этом новом учебном году.
Горячее первое и второе, ежедневные овощи и фрукты 2 раза в неделю. И никаких сухих пайков. Это главные требования к меню для школьников по новому Санпину. Оно приравнено к питанию в детских садах. Меню цикличное и не повторяется в течение 20 дней. Как отмечают повара, такое разнообразие увеличило спрос. Ну, мне это все нравится, суп нравится, плов тут все вкуснее готовят, котлеты вкусно. А что больше нравится? Плов. Да. А еще что-нибудь? Мне еще нравится рыбка с рисом. Мне морс. Ну, разные супы. И что нам дают там сок, фрукты там иногда, пирожки. А что бы ты хотела, чтобы появилось в меню? Ну, что-нибудь там, пицца, может, суши. Пицца и суши, конечно, не появится, да и бутербродов с чаем больше не будет. Они не рекомендованы, как и все колбасные изделия и выпечка. Например, сосиски в тесте. Они источник соли и насыщенных жиров. Также запрещены макароны по-флотски и консервы. Но шпинатом никто детей кормить не будет. Добавят больше местной молочки, на каждого по 200 мл. В меню они все учтены, конечно, и калорийность, и белки, и жиры, и углеводы. И все оно составлено диетологами настолько, чтобы оно было полноценным питанием для детей. И оно не было жирным. По указу президента России младшие школьники обедают бесплатно. Полноценное питание – идея не дешевая. В 2021 году на это из федерального бюджета выделено около 60 миллиардов рублей. В 2 раза больше, чем в прошлом году. В Мирлинском районе подумали и о бесплатном питании 5-11 классов. С 1 сентября мы сделали бесплатными завтраки и обеды для всех многодетных семей, независимо от их статуса, малообеспеченные они или нет, за счет средств районного бюджета. А с 1 января я очень надеюсь, что такое соглашение будет подписано между районом и акционерной компанией «Алроса». И у нас все школьники Мирлинского района будут получать бесплатные горячие завтраки. Из нововведений Санпина – контроль медработника школы за рационом питания. Журнал заполняется ежедневно. Ввели и родительский контроль. Они могут прийти, попробовать блюдо и сравнить, соответствует ли фактическое меню утвержденному. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». В культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» завершает работу ежегодная ярмарка вакансий с участием ведущих нефтегазовых компаний в рамках сотрудничества с «Газпромом». Студентам и выпускникам вуза представлено порядка 200 вакансий. В университете образовательные программы по нефтегазовой отрасли реализуются в геолого-разведочном факультете, Мирнинском политехническом институте, филиале вуза. Проректор по образовательной деятельности СВФУ Алексей Голиков отметил, что ярмарка вакансий дает выпускникам возможность трудоустроиться студентам, найти потенциального работодателя, получить консультацию и собеседование. В Якутске состоялось официальное открытие бизнес-акселератора под названием «Твой старт». Он представляет собой бесплатную образовательную программу для школьников 7-11 классов, которая предоставит возможность подросткам в течение 3 месяцев изучать бизнес-дисциплины, также развивать предпринимательское мышление и работать над собственными проектами. Занятия проходят в онлайн-формате, все материалы доступны на образовательной платформе акселератора, но часть ребят принимает участие в очных встречах и мастер-классах с экспертами в столице. Участники будут изучать такие темы, как стартап, разработка продукта, рынок, финансы, инвестиции, маркетинг, смогут развить лидерство, гибкие навыки. Кроме того, научатся работать в команде и проработают свои стартап-идеи до полноценных, готовых к запуску бизнес-проектов. Пришел сюда, чтобы узнать что-то новенькое о бизнесе. Я сам занимаюсь предпринимательством мелким, торгую мелкими вещами из Китая полезными, что-нибудь там присматриваю и присылаю сюда. И продаю уже здесь. Ну, я надеюсь, что узнать что-то новенькое, чтобы там, не знаю, расскажешь какие-то секреты, там вот как раз о налоговой, может быть, что-нибудь узнаю, чтобы там не попасться и вот что-нибудь такое, как это все оформлять правильно. В конце программы, это будет декабрь месяц, 8 самых активных участников смогут выступить с защитой своих проектов перед представителями бизнес-комьюнити и потенциальными инвесторами на демо-дне. Организатор акселератора «Целевой фонд будущих поколений Республики» в партнерстве со школой глобального бизнеса. За экспертную часть отвечает международная бизнес-школа для тинейджеров «Дети MBA». Основатель бизнес-школы для подростков «Дети MBA» – это международная бизнес-школа. Мы работаем офлайн в
в 3 городах. Это Минск, Москва и Киев, то есть в 3 странах. А онлайн у нас учатся ребята из 20 стран мира, где живут русскоязычные ребята. Итог курса мы отберем самые классные идеи, которые, с одной стороны, будут интересны рынку и инвесторам, с другой стороны, будут наиболее проработаны. И только 8 идей дойдет до финального этапа. В Хангаласском районе в августе этого года заработал обновленный асфальтовый завод, который обеспечивает продукцией ремонт федеральной трассы Лена. В эти дни предприятие «Труд» завершает первый сезон и уже строит планы на будущий. Репортаж Туяры Филипповой. На этом месте асфальтовый завод начал работать еще в советское время. Но потом, как и многие производства, в то время предприятие закрылось. В этом году его работу возобновил бывший инженер того завода, ныне генеральный директор общества «Труд» Анатолий Миненко. Закупили асфальтобетонную установку российско-итальянского производства, и 1 августа завод выдал первый асфальт. Единственный оператор завода Иван Федоров не без гордости показывает нам новое оборудование. Пойдемте в операторскую. Оборудование Siemens. Немецкая, работает безукоризненно. Вот управляется программа, запускается все с кнопочек. Ну, допустим, можно запустить грохот, погреметь, да, вот там наверху. Вот, я его запустил, видите, башня затряслась. Там сейчас, допустим, должен рассыпать. Элеватор можно запустить вот туда наверх. Вот бочку можно покрутить. Все крутится, вертится. Несмотря на то, что завод запустился позже запланированного срока из-за задержек поставок по железной дороге, сезонный план выпуска продукции, по заверению руководства предприятия, на днях выполнит. Качеством продукции производители довольны. Здесь сплошная электроника. Работаем, на кнопочку нажал и строго дозирует. Ну не обманешь ты его туда там присыпать того, не досыпать этого и так далее. Вот это отличие заводов, вот этих от советского. Современные технологии производства позволяют еще и упростить весь процесс. Вот отсюда он поступает в тот сушильный барабан, и потом вот в этой большой квадратной трубе, элеватор называется, засыпается наверх. Там вот стоит тот сам грохот, который рассеивает инертный материал и дозирует их в эти бункера. Бункера потом дозируется смеситель. Со смесителя уже выход асфальта готовый. Единственная проблема, с чем столкнулись на заводе – придирчивость в кавычках точной техники. Специалисты 1,5 дня ломали головы, почему же время от времени отказывается работать система. Причиной оказалось скачущее напряжение в электросетях. Вместо 220 вольт 197. Вот откуда. А здесь итальянские форсунки стоят, которые максимум плюс-минус 4 вольта. Мы и протирали салфеточками туда-сюда, пока не дошли. Хорошо, что купили вот этот дизель 320 киловатт, японский. Выдает строго, и голова не болит, и никакой проблемы, никаких сбоев. Если и дальше не будет сбоев, то работой предприятие как минимум на ближайшую 5-летку обеспечено. Помимо основной работы, это содержание 108 километров федеральной дороги М-56, договорились о поставках с компанией «Дорис», ремонтирующей улицы в Якутске. Помимо этого, предприятие надеется и на республиканские заказы. Так что объемы выпуска асфальта планируют увеличить в следующем году как минимум в 3 раза. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Хангаласский улус. Нерюнгринские работники прокуратуры организовали акцию под названием «Посади дерево». Теперь на одной из центральных улиц города появились молодые саженцы берез и елей. Эти деревья хорошо вписались в общий ансамбль сквера Святой Варвары. На этом месте установлена символическая табличка, а позже планируют установить и памятный камень. 300 лет назад Петр I своим указом учредил, по сути, назначил первого генерал-губернатора, и вот с тех пор, так сказать, органы прокуратуры начинают свое летоисчисление. Вот. В честь 300-летия прокуратуры мы сегодня высаживаем с коллективом прокуратуры города вот такую вот небольшую аллею деревьев, да, во знаменование этого замечательного праздника. Естественно, я считаю, что эта идея очень хорошая, ее надо подхватить всеми другими, так сказать, органами государственной власти, в том числе и правоохранительными органами. Русский драматический театр имени Пушкина отправляется на гастроли в Приморье. Труппа театра представит жителям и гостям Владивостока 7 спектаклей. Сюжет Марферины Алексеевой.
Артисты драмтеатра взволнованы и в предвкушении. Труппа театра объездила весь Дальний Восток и множество городов в стране. Но так сложилось, что именно во Владивосток поедут впервые. В гастрольный репертуар включены самые разнообразные, самые просматриваемые спектакли. Откроют показы классическое произведение Александра Пушкина «Капитанская дочь». Очень хорошая тенденция в последнее время у нас возникла. То, что когда мы показываем спектакль школьникам, они, если они не читали первоисточник, то от увиденного в зале, сидя, да, что происходит на площадке театральной, у них появляется интерес к тому, чтобы взять первоисточник, открыть книгу и прочитать, что же там на самом деле было-то. Также в программе имеется музыкальный спектакль. Это драматический мюзикл Анны Ячичуревой, к выходу которого труппа театра готовилась более 3 лет. У меня, наверное, такая самая значимая для меня роль – это в мюзикле. Я буду ждать, даже если вы не придете. Мне очень повезло, я играю там маму 2 прекраснейших сыновей, если вы смотрели спектакль. Для нас это тоже такой определенный эксперимент, хотя мы уже делали подобные постановки музыкальные, где артисты поют вживую, когда из зала идет вот этот вот ответ, и ты понимаешь, ради чего ты выходишь на сцену. Поэтому, что касается мюзикла, что касается любой другой премьеры, конечно, эти ощущения, мы ими питаемся. Будут самые кассовые и всеми горячо любимые комедии. Одна из них о любовном треугольнике. Жены главного героя, живя на соседних улицах, 3 года не догадываются о существовании друг друга. Слишком женатый таксист, кто-то знает, как слишком влюбленный таксист. Это одно и то же произведение. Вот, здесь довольно-таки интересная подача, это стендап. Это интересное решение сценографическое, тоже идет на ура. Я думаю, что приморский зритель тоже получит определенное удовольствие от просмотра этого спектакля. Не обошли стороной и патриотические произведения. «Хроника любви, жизни и победы» в произведении Владимира Федорова «Два берега победы». Это спектакль о настоящем боевом союзе между СССР и США, о заокеанских истребителях, добравшихся до якутских аэродромов. Добрый вечер, дамы и господа! Аэрокобра, авиабаза Лэнфилд, штат Аляска приветствует вас. Открывается занавес и стоит во весь рост самолет Аэрокобра. Это надо видеть, надо смотреть. Также детская программа и даже ресторанный роман с повестью Куприна «Яма». Показы начнутся с 19 сентября и продлятся до конца месяца. А уже в следующем году Академический краевой драмтеатр имени Горького, на базе которого и пройдут гастрольные показы, ответно приедет в Якутск. Марфелина Алексеева, Владимир Павлов, Артем Алексеев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите канал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.